Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с вами находимся в стенах Национального музея имени Кузибая-Герда, музей «Арсенал». Меня зовут Никонов Денис, я сотрудник Национального музея, художник, а также являюсь преподавателем школы оружейного мастерства имени Леонарда Михайловича Васева. И сегодня мы с вами поговорим о художественном оформлении огнестрельного оружия. Не только охотничьего, но и боевого. Что хотелось бы рассказать в данной теме? Прежде всего, когда появилось огнестрельное оружие, каким стало художественное его оформление? И его художественное оформление, оно отличается от оформления холодного оружия, потому что плоскости возросли, их стало больше. Они стали совершенно другими. И наметился сразу такой момент, что было огнестрельное оружие, которое владели обычные солдаты, и, естественно, было то оружие, которым владели дворяне, аристократы и люди, которые могли себе позволить что-то такое, что подчеркивало бы их статус. И вот художественное оформление – это как раз то, что подчеркивает статус. Будучи преподавателем в школе оружейного мастерства, сталкивался с таким интересным событием, когда к нам приезжали делегация из Венесуэлы. И они, когда заказывали пистолеты, они подчеркивали то, что им нужно, чтобы пистолет весь сиял, чтобы он блестел, чтобы он был богатый. И им было абсолютно все равно на то, что то есть он будет сразу виден, будет сразу заметен. Им было очень важно, чтобы само его присутствие у владельца, оно сразу подчеркивало статус владельца. И вот сейчас мы с вами поговорим о том, каким образом этот статус владельца подчеркивали художники, когда художественно оформляли ружья на примере турецких ружей XVIII-XIX веков. Ну, сразу оговоримся о том, что специфика турецких оружейников в том, что они практически не изображали животных, ну и людей уж совершенно точно, потому что это запрещалось Кораном. Но все остальное, что касается арабской вязи, богатого орнамента, использования инкрустаций, разных техник, то есть, которые могли они применить на больших плоскостях, вот все это перешло на плоскости оружия. То есть то, что они умели делать хорошо на шлемах, то, что они хорошо умели делать на саблях, на ятаганах, на пиках. То есть огромный опыт и традиции, которые у них были в художественном оформлении конской сбруи. Вот весь этот опыт, в общем-то, они сумели перенести и на огнестрельное оружие. Поэтому за что они брались? Они брались за те техники, в которых они чувствовали себя очень комфортно. А это прежде всего чеканка, инкрустация камнями, инкрустация костью, инкрустация металлом. У граверов это называется всечка. Вот. Насечка – это когда идет объемная инкрустация металлом. Вот эти техники, в общем-то, они и воплотились здесь. И в коллекции нашего музея я очень рад, что такие ружья присутствуют, на которых можно как на азбуке рассмотреть и показать вот эти вот самые примеры и элементы того, что оружейники, чем они могли порадовать своего заказчика. Тот, кто приходил в оружейную мастерскую и заказывал то или иное ружье, и описывал, что бы он хотел на нем, чтобы изображалось. Вот. Сразу какие характерные особенности? Это, конечно, форма. Форма самой ложи с прикладом, то есть
как она выглядит. То есть по ним прямо вот можно сказать, что это, скорее всего, Восток. Вот. Это приклад, то есть чаще всего такие ружья, они использовались воином, который был не пеший, который был конный. То есть и вы здесь не увидите такого удобного приклада, чтобы можно было прямо вот чем отличаются ружья Западной Европы, Восточной Европы. Вот, то есть здесь другой колорит, другая форма образования. Вот, то есть это ружье, которое было очень легко и удобно всаднику носить с собой. Отсюда и петли под ремни, чтобы все это было очень органично, и в любой момент можно было, то есть, к ним прибегнуть. На примерах тех ружей, которые у нас есть, еще характерной особенностью такой вот, это то, что используется дамасская сталь. То есть это сталь, которая много раз перековывалась, перекручивалась, и в итоге она еще обладает таким очень характерным рисунком. У нее есть большие плюсы в том, что она еще такая по свойствам самим своим менее подверженная к раздутию ствола. Вот, поэтому и трудоемкость здесь другая, и совершенно другая, конечно же, цена вот, при изготовлении таких ружей. Использовались чаще всего в оформлении древесина ореха. Древесина ореха в Турции, кстати говоря, и по сей день она является таким поставщиком и продавцом ореха, орехового дерева, то есть то, что очень ценится у оружейников за его плотность, за его красивый рисунок. Вот. Используется чаще всего камлевая часть ореха, потому что там вот корни и текстура дерева, она очень красивая. Особенно, когда то есть, ее пошлифуют, полирнут, пройдутся по ней олифой, вот, то есть она становится играющей, сияющей. Вот. Ну, что можно сказать о том, какая техника использовалась при оформлении замков? Надо помнить о том, что те части, которые относятся к стволу и к замковым частям, это части, которые подвержены определенному напряжению при выстреле. И естественно, что там больших, то есть вот таких вставок из металла глубоких или больших плоскостей, их не было, потому что они могли при выстреле через какое-то количество, то есть выстрелов, они могли вылететь. То есть вот то же самое мы в школе оружейного мастерства такую задачу сразу перед нами ставили технологи, что всечку нужно производить очень аккуратно. И на пистолетах, и на ружьях, потому что потом через какое-то время могут быть потери орнаментальные. И понятное дело, что то есть, это упреждение надо обязательно брать, когда работаешь с художественным оформлением ружья. Что касается металла, то есть если бюджет художественного оформления позволял сделать что-то такое очень выдающееся, то, естественно, использовались драгоценные металлы, такие как серебро и золото. Прежде всего, конечно, золото, потому что то есть, оно обладает ценным свойством, за что его и ценят, оно не окисляется. И оно не темнеет со временем. Вот. Но чаще всего мы, конечно, то есть вот на больших плоскостях, то есть мы видим это тот металл, который подешевле, подоступнее. Это чаще всего сплав бронзы, меди, латунь. То есть вот то, что мы видим в чеканке, в накладках. То есть тот еще металл, который очень хорошо поддается обработке. И на ружьях, то есть вот мы
эти примеры видим, как большие плоскости оформляются художником, гравером и резчиком. Что еще очень как бы вот примечательно? Использование инкрустации кости. Вот, то есть прямо такие вставочки, они достаточно большие, вот, орнаментальные, имеют сложную форму, они видны, и видно, то есть, как их закрепили. То есть вот те же самые штифты, винты, которыми для усиления крепления они оформлялись, они тоже нам заметны, но они очень деликатно и красиво поданы. То есть там орнаментальные розеточки, цветочки, виньетки, то есть вот эти вот все вещи, они читаются взгляду, они понятны, где они расположены, и очень такая еще техника, характерная для вот как раз Востока, это когда присутствует тонкая металлическая нить, которая вбивается в деревянную плоскость ложи, и ей придается определенный орнамент. Зернение, то есть объемные куски. И вот, скажем, на данном прикладе видно, что те кусочки, которые сохранились, а сохранность здесь достаточно хорошая, то есть очень мало вещей, которые вылетели со временем, то есть они имеют еще и функциональную составляющую, то, что они помогают руке не соскользнуть по прикладу. То есть если, скажем, в охотничьих ружьях современных мы часто встречаем сетку нарезанную, или какой-то еще орнамент нанесенный, то есть для того, чтобы рука не скользила, то здесь это объемные металлические детали, орнаментальные, которые позволяют нам вот как раз увидеть, как данную задачу решил оружейник на примере этого ствола. Вот. Ну, очень красивый момент еще в том, что идет разнообразие техник, что это не в каком-то одном художественном ключе, то есть оружейник показывает, насколько он разными техниками владеет. И уверен, что вот когда ружье данное было вот только-только изготовленным, оно было новенькое, оно, естественно, то есть производило впечатление очень сильное. Вот, то есть выглядело оно, как-то любят говорить, нарядно. А для людей Востока это чрезвычайно важно. Потому что Восток, он в своих традициях такие вещи любит. Ну и достаточно просто даже посмотреть мусульманскую архитектуру, она вся воздушная, она витая. То есть там традиции резчиков, они очень сильные. И мне отрадно то, что в коллекции нашего музея такие примеры есть. И видно, то есть, как происходит трансформация тех или иных техник художественных и стилей, которые потом переняли художники, оружейники Западной и Восточной Европы. Потому что тех мотивов орнаментальных, которых вот встречено много очень в оружии Востока, они перекликаются очень с образцами, которые уже мы видим в Европе. Но там, конечно, уже стилистика своя. Вот, потому что, скажем, те же самые английские ружья, если они украшаются орнаментом гравировки обронной, состоящей из розочек, то там еще есть очень важная функциональная нагрузка, потому что этот мелкий-мелкий орнамент, он не дает блика. И поэтому ружье и оформлено красиво,
и несет свою функциональную нагрузку в том, что его не так заметно для зверя или не так оно заметно для противника. Вот есть такие вот вещи. Ну и, конечно же, то, что замки кремниевые, которые мы видим на данных образцах, они тоже непростые. То есть художник, он старался придать в каждый раз свою форму. То есть изготовление замка – это прямо целое произведение искусства. То есть тут, когда работает слесарь-сборщик, он, естественно, то есть вот с формой может играть. У него есть запас такой для творческого своего потенциала, то есть он может придать разную форму. И по желанию заказчика он может отобразить как бы намек на того или иного зверя, который хотелось бы видеть заказчику в своем ружье. Это вот что есть, то, что вот из опыта могу сказать, из своего, как происходит процесс, когда ружье создается с нуля. И естественно, то есть подобные ружья, они делаются командой мастеров. Понятное дело, что мастер, который создает, он чаще всего, то есть вот глава мастерской, он владеет всем технологическим процессом. То есть он понимает, как изготавливаются стволы, он знает, как изготавливается ложа, он, естественно, но он как дирижер руководит всем оркестром. Есть ложейник, есть слесарь-сборщик, есть кузнец. И вот когда весь процесс контролируется, получается в итоге произведение искусства. Но это произведение искусства еще и смертельно прекрасно. Вот, то есть оно имеет свою очень важную функциональную часть для защиты и нападения, для охоты. То есть вот эти вот все моменты, они важны. Тем более, что вот на примере данных ружей еще можно сказать, что как и во времена Средневековья, княжеская дружина, то есть вот она, скажем, в чем воевала, в том же она и охотилась. То есть чтобы быть постоянно в тонусе, чтобы воин себя чувствовал воином, чтобы он не размякал, они на охоту ходили буквально в том же, в чем и воевали с соседними государствами. Здесь мы имеем тот же самый пример в плане того, что в мирное время это же ружье зачастую было и охотничьим. То есть с этим же воин и охотился. То есть оно находилось постоянно при нем. Вот. В коллекции оружейной палаты Московского Кремля мы как раз вот подобное оружие тоже видим. Ну и, естественно, очень много, большое количество дипломатических подарков с Востока, которые вот по своим техникам художественного оформления, они имеют перекличку. Вот. И, конечно же, какое влияние оно оказало на художников-оружейников, которые работали у нас в оружейной палате Московского Кремля. То есть было постоянное взаимное влияние. Вот. Что еще можно сказать по тому, как подходили художники к оформлению ружья. Даже самые небольшие плоскости, которые кажутся не такими значительными, скажем, как мушка, как прицел, они все тоже очень внимательно оформлялись, когда ружье делалось статусным, когда художественное оформление было, задача была его сделать на высоте. Вот, поэтому тоже на примерах вот данных стволов мы видим, что ружье можно долго рассматривать. И очень многое можно о нем сказать по тому, какие техники сделаны, какая стилистика. И, конечно же, то есть мы видим то, что, вот скажем, со временем утилитарная составляющая, она уже перевешивала.
и художественного оформления его на оружии становилось меньше. Плоскости были более, то есть как бы лаконичными, то есть оно не пестрело, как ковер изукрашенный весь. Вот, поэтому история художественного оформления оружия, она тоже была в динамике, и мы ее можем наблюдать, и поэтому и эксперты, когда они принимают тот или иной образец на фондовое хранение, он попадает, они экспертную оценку составляют и могут сказать, то есть датировать время, иногда могут предположить того или иного мастера, который работал. Поэтому я уверен в том, что для вас посетить нашу экспозицию нашего музея будет очень интересно. Предметов много, они все обладают своей историей, мастера представлены разные, и здесь можно в самом деле ощутить вот этот вот момент того, как представить себе, каким был воин 200 лет назад, 300 лет назад, чем он был вооружен. Мы приглашаем вас на выставку, которая называется «Сокровища Ижевского арсенала». Приходите к нам, будем рады. До новых встреч!